Про слово «алкоголь» я услышал впервые, что у татар есть отдельное понятие «алкоголь». То есть не только кровью питается, но и объедает честных людей. Что такое «юкка»? Вот это ваша привычка, конечно, вот постоянно искать где-то вот буквальный перевод. Айда подкаст. Учим татарский. Дуслар, всем привет! И сянмисис, это Айда подкаст, меня зовут Айнур, и я по-прежнему до сих пор учу татарский, мин татарша үйренем. И сянмисис, мин Римма, мин татарша үйретем. Сегодняшняя наша тема — вредные и полезные привычки татарща. И начнем мы, конечно, с самого слова «привычка». Привычка на татарском будет гадять. Гадять. А я знаю, кстати, традиции — это гырыв гадать. Гырыв гадать традиции, то есть какие-то уже привычки абстрактные, побольше. Так, привычки бывают вредные, полезные, хорошие, плохие. Вредные мы назовем зыянлы гадатлер. То, что приносит нам вред. Зыянлы гадатлер. Полезные файдалы гадатлер. То, что приносит нам пользу. Файда. Файдалы гадатлер. Еще привычки могут не приносить нам какую-то ощутимую пользу или вред, но могут быть хорошими или плохими, с точки зрения общества. Например, если ты здороваешься с соседями, это хорошая привычка. Яхшы гадат. Если не здороваешься, ругаешься с соседом, это начар гадат. Плохая привычка. Но мы сегодня будем говорить про зыянлы гадатлер и про файдалы гадатлер. Давай навскидку вспомним, какие есть вредные привычки. Наверное, это курить, пить алкоголь и, наверное, переедать или есть вредную пищу. Это вот вредная привычка, которой страдаю я. Курить. Темеки тортырга, темеки сигарета, темеки тортырга курить. Пить алкоголь. Хаммер щерге, алкогольные напитки, хаммерле щемлеклер. Пить алкоголь, хаммер щу, хаммер кулану. Переедать, то есть много есть. Куп ошоу. Куп ошоу. У татар есть, конечно, куча народных каких-то поговорок, примет, каких-то даже оскорбительных слов, чтобы как-то отучить людей от пьянства, от курения, от переедания. Например, куп оши, то есть много ест человек, про него могут сказать, что он бирян, то есть ест и никак не наестся. Могут сказать убар, мифологическое существо, про которое мы говорили в каком-то из предыдущих подкастов. И, конечно, это все осуждается. И пьянство, и курение, и переедание тоже. Перейдем к полезным. Рима, очень прикольных слов, но давай разберем. Темеки тортырга — это же сигарету будто бы тянуть? Да, мы можем к этому слову тортырга вообще целый выпуск подкаста посвятить, потому что он такой многогранный. Он еще как самостоятельно тянуть имеет очень много значений. А если он еще как вспомогательный, то есть как модальный глагол используется, мы можем вообще придумать целые новые движения. Масалян нанда кунгылем торта, то есть тянет моя душа. Что там еще торта? Вентиляции тоже который тянет без торта. Про слово «алкоголь» я услышал впервые, что у татар есть отдельное понятие «алкоголь». То есть я знал, что и отдельные слова, да, там «орака», и, кстати, в многих тюркских языках, и не только, есть похожие слова, там «орака», «рака» и другие. А можно еще раз алкоголь? Как будет? Хаммер. Как хаммер-машина. Хаммер. Можешь просто сказать харам, потому что это же и так харамное действие. То есть харам. Точно не халяльное. А по поводу убр, я помню ситуацию из детства. Однажды была такая ситуация, 90-е, и папа съел всю еду, которая, видимо, предполагалась для всех. И мама тогда назвала его убр, и я это прям запомнил очень сильно, потому что это было, такое как бы при ребенке какая-то ссора с интересным словом, и так я запомнил слово убр. То есть, по сути, это как раз то, что ты сказала, убр — это человек, который много съел. Хотя с точки зрения мифологии это же вампир, то есть убр, упырь, я так понимаю, это про это. То есть не только кровью питается, но и объедает честных людей.
Так, айда, давай, Митик. Перейдем к полезным привычкам. Вот что мы назовем из ежедневных полезных привычек, которые стоило бы внести в наше расписание, в наш график, которые вот приносят людям пользу. Ну, я бы сказал, наверное, ложиться рано, высыпаться, правильно питаться, делать зарядку. Супер. Если мы говорим про рано вставать или рано ложиться, скажем, иртә уянырға, или там иртә тұрырға, иртә ятырға. Но можем сказать просто вовремя лечь спать, вовремя вставать. То есть уақытында ұйқыларға ятырға, уақытында ұйқыдан тұрырға, уақытында ятырға, уақытында тұрырға. То есть вовремя, уақытында. Заниматься спортом. Заниматься спортом. Спорт белән шөгыльләнергә. Спорт белән шөгыльләнергә. А правильное питание? Дөрес туклану. Дөрес туклану. ДТ. Йокы туйдыру. Это моя любимая полезная привычка. Йокы туйдыру. Туйдыру. Йокым туйды говорим. Если мы выспались, без айтабыз йокым туйды. Йокым туйды, яки йокыны туйдырдым. А вот как дословно переводится йока? Вот мы же желаем тыныш, йокым туйды говорим, вот как ты сказала. Что такое йока? Вот это ваша привычка, конечно, вот постоянно искать где-то вот буквальный перевод. Это может быть где-то полезно, где-то, наоборот, принести вред, когда вы изучаете язык. То есть у меня, когда я изучаю язык, искать дословный перевод — это «зыянлы гадет» или «ношар гадет». Не всегда, я думаю, потому что если у тебя, например, ассоциативные запоминания слов, то это может быть даже полезно. То есть ты, например, тамак туйды, ты насытился. То есть вот правильное питание, и ты еще насытился при этом. Тамак туйды, яки син туйды, насытился. Йоко туйды, то есть ты выспался, у тебя все туйды, у тебя все хорошо. Ну окей, ладно. У меня был еще вопрос один по поводу привычки делать зарядку. К слову, зарядка. Татарский эквивалент еще не придумали, поэтому мы говорим зарядка ясарға. Есть такая детская песня. Няни шебелер барсыда, сары майка кигеннер, зарядка ясарға деп, бір орынға келгеннер. Там шеп. Да, я знаю эту песню. У ребенка нашего есть книжка, там как раз есть, книжка с такой, куда нажимаешь на кнопку и поется эта песня. И я всегда задаюсь вопросом, зарядка ясарға, сары майка кигеннер. Сары, то есть желтый, цыплята и так желтые, зачем им одевать еще и желтые майки? Это чтобы нас в садике вот заставляли принести на утренник желтые майки и изображать этих цыплят. Наверное, я так думаю. Так, Митик, зарядку ясарға дейбіз, яки еще можно сказать физик күнегүләр ясарға. Физик күнегүләр ясарға. Күнегү. Әйе. Балалар хәзер 121 күнегүне эшлибез. То есть сейчас выполняем 121 упражнение. Яки харакат итәргә, двигаться. То есть если очень сильно постараться, можно обойтись без слова зарядка. Татар милли харакатында харакат итәргә ты имеешь в виду? Бу иртәнге физик харакатлар. Пусть будут милли харакатлар, но пусть они будут во благо не только обществу, но и твоему собственному организму. Перейдем к татарскому. Айнур. Да, мы же вот до этого занимались албанским, а вот сейчас, да, перейдем к татарскому, пожалуй. Да, сейчас перейдем к татарскому. Шен татарща. Шен татар тильне. Давай поговорим или о твоих, или о моих вредных привычках. Да, давай я сначала расскажу, наверное, о своих, а потом ты о своих. Покажешь мастер-класс, как нужно говорить о своих вредных и полезных привычках. Минемші, менде ниндейдір нык күшлі зыянлы гадәтләр юк. Чөнки мин тәмәке тартмыйм, кальян тартмыйм, аракы эчмим, хәмерләрне эчмим. Әмма миндә бар бер шундый зыянлы гадәт, мин яратам ниндидер шул шикәрле әйберләрне, фастфуд, чипслар бик яратам. Һәм инде күп печенье ашыйм, шоколад, шикәрле су эчәм. Шуңа мин кадрда күп урын алам. Мин хәмер эчмим, тәмәке тартмыйм, әмма минем бер яман гадәт бар. Мин сүгенәм. Татарчада, төрекчәдә сүгенеп җибәрә алам. Чөнки кайвакытта шундый начар гадәтле кешеләр була янда, син үзең тәмәке тартмагач, аракы эчмәгәч,
менә шул сүгенү сүзләре аркылы ничектер теге тискәре энергияны чыгарасың. Һәм тагын бер зыянлы гадәт, мин спорт белән шөгыльләнмим. Менә син спорт белән шөгыльләнәсең, мин шөгыльләнмим. Әйе, мин атнага 2 тапкыр футбол уйнайм. Мин бер тапкыр да уйнамыйм. Һәм тагын инде яман гадәт, мин соң торам. Ягъни, син әйттең, иртә ятырга, иртә торырга кирәк дидең. Мин соң ятам, соң торам һәм моны да зыянлы гадәт дип саныйм. Әлбәттә, мин бу зыянлы гадәтләр белән көрәшергә тырышам, баллашмаска тырышам. Менә Айнур әйтте, баллашу начар гадәт дип. Әмма әлегә хәлләр шул көенә кала. Аңладым. Яхшы. Тагын бер начар гадәт, ул ничек атала татарча? Менә бу максатсыз скроллинг, ягъни социаль челтәрләрне куллану, TikTok, Instagram, менә бу излексез контент белән туену, излексез контентны карау, куллану. Мин анда бик зыянлы гадәт дип саныйм. Һәм моңа каршы ниндидер чаралар күрергә тырышам. Бусы минем бу зыянлы гадәтләр турында булды. Давай посмотрим, какие были у тебя ошибки, когда ты рассказывал про свои плохие привычки. Ошибок практически не было. Просто мы не говорим хәмерләрне эчмим. Мы говорим хәмерле эчемлекләр эчмим. То есть не пью алкогольные напитки. Не употребляю алкогольные напитки. Хәмерле эчемлекләр. Так принято говорить. Так говорим. Хәмерле эчемлек, а не просто хәмер. И еще ты говорил шикәрне. Шикәрле ашамлыклар дидең. Это, конечно, правильно. Перевод слова с сахаром, где большое содержание сахара. Но мы говорим больше баллы. То есть мы не говорим шикәрле, мы говорим балла. Хоть и слово бал это означает мед, но когда мы говорим балла, значит с высоким содержанием сахара. Там не обязательно должен быть мед в составе, чтобы сказать балла. Например, если мы кладем много сахара в чай, без баллы чай, баллы чай. Хотя мы можем вообще не класть мед в чай, но все равно назовем балла. Бу бик файдалы. Мин менә уйламаган идем, что это вот так обстоит. Это уже у нас, Айнур, следующий уровень татарского. То есть не просто правильный перевод, но еще какие-то особенности носителей. Когда они говорят продукты с сахаром, они говорят баллашамлыклар. Давайте повторим, что мы сегодня смотрели. Мы смотрели привычки, гадәтләр. Айнур нам напомнил про традиции, гореф гадәтләр. Полезные привычки, файдалы гадәтләр. Вредные привычки, зыянлы гадәтләр. Хорошие привычки, яхшы гадәтләр. Плохие привычки, начар гадәтләр. Тәмәке тарту, курение, хәмер эчү, распитие алкогольных напитков, күп ашау, переедание. Перейдем к хорошим, полезным привычкам. Вакытында яту, вакытында йокларга яту. Своевременное засыпание, то есть вовремя ложиться спать. Вакытында уяну, вакытында тору. Своевременный подъем, подъем вовремя. Спорт белән шөгыльләнү, занятие спортом. Физик күнегүләр ясау, выполнение физических упражнений. Яхшы. И на этом сегодня все. Больше материалов вы найдете в наших социальных сетях, в Ютубе, в Инстаграме, в Телеграме и в ТикТоке. Учите татарский в легком ежедневном формате в наших социальных сетях. Если вы смотрите видеоформат на Ютубе, то все ссылки в описании под видео. Ну а если вы слушаете, то ищите Айда онлайн в вашей любимой социальной сети и учите татарский вместе с нами. С вами были ведущие подкаста Римма. Һәм Айнур. Сау булыгыз, дуслар. Вакытында йоклагыз, вакытында спорт белән шөгыльләнегез. Сәламәт булыгыз. Айда подкаст. Учим татарский.